Фермер Михаил Горгалык занимается козоводством. Он отметил, что отрасль животноводства находится в плачевном состоянии. И вместо того, чтобы увеличивать поголовье скота и приумножать семенной фонд, они вынуждены его уменьшают в 3 раза. Поддержка государства практически неощутима. Отразилось на этом и подорожание кормов. Была компенсация по животноводству, но она пришла нам слишком поздно. То есть она пришла нам почти на год позже, чем она была необходима. И ту поддержку получили не все. Они должны были, на мой взгляд, уменьшить все эти критерии, которые были поставлены для отбора этих хозяйств, и максимально привлечь к легализации тех документов, которые были необходимы для того, чтобы получить данную компенсацию. Отрасль животноводства нужно вывести из застоя, подчеркнула доцент Аграрного университета Анна Кицану. Она также отметила важность участия государства в этом деле. Во-первых, чтобы отрасль вышла из застоя, во-первых, начнем с источников. Нужно подготавливать кадры, потому что на сегодняшний день в основном занимается животноводством все, кто хотят, только не специалисты, которые умеют это делать. Во-вторых, мое мнение, что фермы, хозяйственные фермы маленькие, которые при усадебных участках на сегодняшний день удерживает животных, думаю, что это не выход из положения. Все-таки мы должны сконцентрировать животноводство. Сотрудники Аграрного университета следят за развитием животноводства и анализируют тенденции в стране в целом и по регионам. В связи с определенными факторами, связанными с засухой, а также с пандемией, в 2019-2021 году наблюдался некоторый спад. В 2021 и в 2022 году увеличивается поголовье, что касается особенно коз, это на юге страны, в атолл Гагаузии, и повышение продуктивности по ряду видов животных. На встрече с докторами и экспертами в области животноводства присутствовали птицеводы, овцеводы и руководители предприятий КРС. Они отметили, что за последние годы в отрасли животноводства не проводились практические семинары. А сегодня в условиях сложившейся ситуации реализовать продукцию тоже проблема. Рынок сбыта до сих пор у нас считался традиционно, это рынки больших городов. На сегодняшний день, учитывая то, что не все начали еще работать, не все начали еще, скажем так, доить своих животных и поставлять молочную продукцию, уже ощущается проблема с реализацией. Уже ощущается, это связано, сами прекрасно понимаете, люди в первую очередь думают о том, что заплатить за свет, за газ, пенсионеры за лекарства, а потом уже думают о том, что купить себе кусок хлеба и то, что остается, скажем так, полакомиться куском брынзы и литром молока. Семинар был организован Ассоциацией сельхозпроизводителей Гагаузии совместно с управлением агропромышленного комплекса Гагаузии. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчук, РТ Новости.